В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Сегодня мы будем говорить о филиале технопарка «Якутия» в Нерюнгри с директором Натальей Тюкавкиной. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Сколько резидентов в технопарке Нерюнгри и какие инновационные проекты они разрабатывают? На сегодняшний день в нашем технопарке 9 резидентов. Это субъекты малого и среднего предпринимательства. Они занимаются проектами в области IT-разработок, в области биотехнологий, в области машиностроения. На текущий момент наш резидент ООО «Новая эра» получил лицензию на ведение медицинской деятельности. Они занимаются изготовлением протезов по инновационным технологиям. Я думаю, что у этого проекта большое будущее, и это такой проект, который привлечет в наш технопарк новых резидентов, потому что мы теперь нуждаемся в таких сервисных компаниях, которые будут вокруг этого такого ключевого резидента. В Нерюнгри сосредоточены промышленные предприятия. Это как-то влияет на направление деятельности, которые выбирают резиденты? Да, на самом деле, Нерюнгринский район, промышленный район, у нас добывается более 95% угля, который добывается вообще на территории республики. И существует территория опережающего развития Якутии, все мы прекрасно об этом знаем. На самом деле мы наблюдаем рост субъектов МСП, которая ведет деятельность вокруг этих крупных компаний. В первую очередь это, конечно, услуги, транспортные услуги, услуги по питанию и так далее. Что касается наших резидентов, только ООО «Буровые технологии» на текущий момент осуществляет работы, которые интересны нашим ключевым таким игрокам рынка. Но тем не менее, рано или поздно наши крупные игроки будут переходить на новые технологии, а соответственно и будут появляться резиденты в нашем технопарке, оказывающие услуги по вот этим вопросам в оптимизации, сокращении издержек. Поэтому мы работаем по направлениям нахождения, скажем, таких ключевых точек соприкосновения между нашими резидентами и интересами крупных горнодобывающих компаний. А сколько резидентов было выпущено за время работы и насколько успешен их бизнес? Вообще мы работаем с 2014 года. Всего статус резидента в технопарке получило порядка 30 резидентов. Но статус резидентов присваивается на 5 лет, поэтому таких ярких выпускников мы пока еще не видим, не наблюдаем, но тем не менее, я думаю, что в следующем году часть наших резидентов отправится, скажем так, в свободное плавание и будут успешно реализовывать свои проекты. Многие проекты, конечно, прекращают свою деятельность, свое развитие. Это связано с огромным количеством факторов. Это и команды проектов, это и те компетенции, которыми, к сожалению, эти команды по каким-то причинам не обладают или не смогли закрыть эти компетенции членами команды и так далее. Безусловно, это отсутствие средств на проведение НИОКР. Мы все прекрасно понимаем, что инновационный бизнес он отличается от бизнеса традиционного тем, что на первых этапах, конечно, колоссальные вложения в проведение научно-исследовательских работ. И этот момент, конечно, стопорит развитие инновационного бизнеса. Несмотря на это, конечно, команда технопарка «Якутия» всячески оказывает поддержку нашим резидентам в части оформления заявок на различные конкурсы, такие как, например, фонд Бортника проводит у нас конкурс «Старт», который нацелен непосредственно на то, чтобы предоставить какую-то поддержку на проведение научно-исследовательской работы. Кстати, наши резиденты, ООО «Буровые технологии», как раз-таки являются получением таких мер поддержки. А какие условия созданы в Нерюнгринском технопарке, и они чем-то отличаются от других технопарков? Вообще, я думаю, что, конечно, отличаются, потому что каждый технопарк – это такой драйвер развития той территории, на которой он находится. Мы имеем сегодня 5800 квадратных метров, это 16 офисных помещений, 8 производственных модулей, это подземная стоянка с машиноместами.
конференц-залы, выставочные залы. То есть инфраструктурно у нас есть все для того, чтобы эту деятельность развивать. У нас есть лаборатория, научно-исследовательская лаборатория, которой тоже могут пользоваться наши резиденты для того, чтобы проводить какую-то исследовательскую работу, либо работу какую-то аналитическую. Эта лаборатория аккредитована. Мы сегодня проводим количественный химический анализ воды. И, в принципе, условия созданы. Работает очень сильная команда в технопарке. Наши ребята, наши коллеги сопровождают проекты, помогают оформить заявки на конкурсы, помогают получить какое-то финансирование, кредитное либо венчурное. Единственным таким барьером на текущий момент является, наверное, страх наших молодых ученых, исследователей для того, чтобы идти в предпринимательскую деятельность, потому что предпринимательское мышление, оно, конечно, отличается от научного, да, и на текущий момент мы думаем о том, как дополнить наши сервисы, знаете, такой истории про команда, про сборку вот этих команд. Нам очень важно, чтобы в проектах был не один предприниматель, не один ученый, не один изобретатель, а команда. Только тогда эти проекты будут иметь какое-то успешное продолжение. А как резиденты находят инвесторов для реализации своих проектов? Традиционно это в первую очередь участие в различных выставках, форумах, конференциях, это прямые контакты. Кроме того, наши менеджеры проектов работают с различными фондами для того, чтобы помочь оформить нашим резидентам заявки на получение финансирования. В общей сложности наши резиденты на текущий момент привлекли порядка 19 миллионов рублей. Это как кредитное финансирование, так и непосредственно гранты того же фонда Бортника, выигрыши на каких-то конференциях для того, чтобы их проекты успешно развивались. А вот ваши резиденты – это молодые люди в основном, да? Нет, у нас абсолютно разные резиденты. Допустим, одним из наших ключевых таких резидентов является ООО «Руснефтех». Генеральный директор Рева Василий Иванович – это человек, который входит в реестр 100 лучших изобретателей Советского Союза, если я не ошибаюсь. И у него достаточное количество очень интересных технологических разработок. Мы занимаемся на текущий момент деятельностью, чтобы привлечь в его проекты какое-то финансирование. Я думаю, что они достаточно перспективны, и в такую эпоху сегодня такого технологичного такого прогресса, да, вот эти разработки, которые когда-то были им созданы, найдут свое какое-то применение. А как вы можете оценить бизнес-среду в Нерюнгринском районе? Какие там проблемы существуют? Давайте начнем не с проблем, а начнем с того, что мы имеем. На территории Нерюнгринского района успешно действует бизнес-инкубатор. На территории Нерюнгринского района работаем мы, технопарк Якутия. На территории Нерюнгринского района существует территория опережающего развития Якутия. И все эти инструменты развития, они, безусловно, работают на инвестиционную привлекательность района. Поэтому, конечно, в нашем районе успешно работают крупные компании, да, но в первую очередь, как мы говорили с вами, это угледобывающие компании, вокруг которых активно развиваются субъекты малого и среднего предпринимательства. Что касается проблем, то в первую очередь, конечно, это отсутствие такого большого объема оборотных средств у субъектов МСП для того, чтобы эти крупные какие-то свои проекты запустить и развивать. Они вынуждены обращаться в какие-то кредитные организации за получением мер поддержки. На текущий момент мы знаем, что активно работает корпорация развития малого и среднего предпринимательства, фонды развития малого предпринимательства. Однако, чтобы получить вот это заемное финансирование, компания должна иметь положительный финансовый результат, а это не всегда так. Хотя мы все понимаем, что это такая гарантия, да, для того, чтобы эти деньги были возвращены. Но малый бизнес порой не получает эти меры поддержки ввиду того, что не хватает вот этих оборотных каких-то средств. Кроме того, это опять-таки история про команды, про компетенции. Поэтому мы на текущий момент активно очень работаем с институтами развития бизнеса для того, чтобы задать, да, вот этот какой-то новый вектор в развитии малого и среднего предпринимательства. Помогаем
субъектам оформить эти заявки. Но, однако, там следующая проблема – это очень такая жесткая отчетность, и малый и средний бизнес опять сталкивается с этим вопросом. То есть такая бюрократическая система, которая, какие-то вот такие административные, наверное, барьеры, которые нужно на текущий момент нивелировать для того, чтобы мы с вами наблюдали такое активное развитие малого и среднего предпринимательства в Якутии, ну, в Южной Якутии в том числе. Вы уже немного начали об этом говорить. Вот как, на ваш взгляд, преодолеть те трудности, которые возникают у представителей малого и среднего бизнеса? Вы знаете, ну, во-первых, это, конечно, такая история законодательная. Мы сегодня тоже с вами наблюдаем, насколько активно работают общественные организации бизнеса, такие как «Деловая Россия», такие как «Опора России», которые продвигают свои инициативы на законодательном уровне, помогающие более эффективно, да, снижать вот эти барьеры и наталкивать наш такой малый-средний бизнес на такую очень позитивную, прогрессивную такую траекторию. Важно, чтобы вот в эти общественные организации бизнеса обращались наши предприниматели, чтобы истории эти не замалчивались, чтобы люди объединялись, консолидировались и могли более детально прорабатывать, что ли, свои проблемы для того, чтобы найти отклик от властей, чтобы эти вопросы были решены. Это во-первых. Во-вторых, конечно, это вопросы, так скажем, может быть, какого-то бизнес-образования, да, вопросы компетенций. Проведение на текущий момент каких-то образовательных интенсивов, форумов для молодых предпринимателей очень важно. Даже не потому, что это новые какие-то знания и сводки, да, важно, чтобы был организован вот этот нетворкинг, чтобы люди могли находить друг друга, могли взаимодействовать, общаться и запускать какие-то новые совместные проекты. Вы принимаете в эти дни участие в Якутске сразу в двух крупных мероприятиях: в межрегиональном форуме по кибербезопасности IT и форуме женщин Якутии. Что обсуждается и что вы ждете от этих форумов? Ой, слушайте, на самом деле это два таких замечательных мероприятия. Программа насыщенная. К сожалению, так вышло, что они проходят в параллельное время, и побывать и на тех, и на других мероприятиях в полном объеме не представляется возможным. Ну, что касается форума по кибербезопасности IT. Мы живем в мире настолько быстро меняющимся и каждый день выставляющим такие новые вызовы, и понимаем, что ключевую роль в этой во всей истории играет IT, нам нужно очень быстро реагировать на это, и Якутии необходимо включиться в эти вопросы по цифровой экономике. Наталья Владимировна, спасибо, что пришли. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи в эфире.